Ну, меня как свидетеля допрашивали по видеоапта, это самое, что я объяснил только то, что человек должен был, ему после дуа пригласили, сказали, что отдай деньги, верни деньги. И встречался я с ним всего 2 раза, я его и знать не знаю. В большей степени его спрашивали про гражданина Турции, якобы у которого вымогали деньги. Вот там, в общем, Курсит Ага сказал, что действительно ему известна эта история, что у Рахметли уже Виджия Кашка, этот человек, значит, он должен был эти деньги и не отдавал ей эти деньги. И вот все это он вылил в какое-то там вымогательство. В общем, вот Курсит Ага пояснил, что действительно знал эту историю. Вот, и что действительно Виджия Апте сегодня, как я понимаю, с распиской, которую давал этот турок, она приехала на встречу, скорее всего, он попросил об этой встрече якобы вернуть деньги, и вот получилось то, что получилось. Да. После бурного дня всех задержанных доставили на Декабристов 19 для составления протокола задержания и допроса в качестве подозреваемого. Очень долго ждали переводчика, потому что Дегерменджи Бекир Ага заявил, что он будет давать только, пользоваться услугами переводчика, так как это его конституционное право. Они сначала сказали хорошо, и долго мы ждали его, но после того, как уже все мыслимые и немыслимые сроки составления данного протокола проходили, они все-таки сказали, что мы по-любому будем составлять этот протокол, и переводчика мы найти не можем. Ну, мы сказали, пожалуйста, составляйте, мы вам не можем этому препятствовать. Единственное, Бекир Ага сказал, что я подписывать эти протоколы не буду. И поэтому в протоколе я указал, что Бекир Ага отказывается подписываться, потому что не был предоставлен переводчик. И в протоколе допроса также я указал, что он отказался, потому что отсутствует переводчик, а после того, как будет предоставлен переводчик, мы, конечно же, дадим показания и все расскажем, потому что скрывать нам нечего. Это вообще нелепая ситуация. Ну, конечно же, следователь, по нашему мнению, нарушил все сроки составления этих протоколов, потому что их задержали официально в 13:45. После доставления у них есть 3 часа для составления протокола в соответствии со статьей 91 УПК. Однако, если учесть, что, пускай в 13:45 их задержали, через час их доставили сюда, а протокол задержания составлялся, следователь указал 17:45, я указал 19:20. Вот такая у нас разница была. Также у Бекир Ага не было возможности сообщить семье, где он находится и что он находится, в каком состоянии, хотя в течение 3 часов, в законе написано, что обязан незамедлительно уведомить родственник, но не более 3 часов. Мы позвонили в 19:31, вот Алета, она может подтвердить, я это все зафиксировал тоже. Нам только дали в 19:31 позвонить. Поэтому я это нарушение тоже указал в протоколе, и в процессе это все будем обжаловать. Вину он отрицает? Да, конечно, вину он отрицают, и я думаю, что отрицают все, потому что обвинять в вымогательстве организованной группой, это... Следователь какое-то обоснование представил, то есть какие-то есть материалы, которые они готовы предъявить? Нет, на сегодняшний день нам ничего не предоставили. Я думаю, что-то будет известно при избрании меры пресечения. То есть какое-то количество документов они предоставят в суд. После того, как мы с ними ознакомимся, будет ясно, что именно. А все остальное дело, конечно же, после того, как закончится следствие. Когда будет суд по мере пресечения? Сказали, постараются завтра. Но учитывая из того, что их задержали сегодня, официально в 13:45, у них есть 48 часов, которые истекают в субботу в 13:45. То есть могут и в субботу продлить, если завтра не успеют подготовить ходатайство об избрании меры пресечения.